23 февраля — день, когда горы потеряли свой голос. Только ветер знает, что сейчас начнется. 44-й год. Чечено-Ингушская АССР. На рассвете солдаты вошли в дома в Вайнахо. Они несли приказы без объяснений и без пощады. Людям велели собираться за считанные минуты. Старики искали документы. Матери детей. Дворы наполнились плачем и холодом. Снег ложился на лица тех, кто прощался с домом. Их вели к поездам в Сибирь, в Казахстан, в неизвестность. Вагоны для скота стали могилами для людей. Неделями дорога длилась через мороз и смерть. Молитвы глохли под стук колес и вой ветра. Поезд уходил, а с ним целый народ. Дети засыпали на руках у матерей и не просыпались. Горы смотрели им вслед и молчали. В изгнании войнахи не забыли, кто они. В словах, песнях и взглядах жила их родина. Каждый вечер они говорили о доме, словно о живом, и верили, горы их слышат. Когда они вернулись, ветер стал мягче, и в тишине гор снова зазвучали голоса, чтобы тишина больше никогда не была приговором.